Я о сестрах пока не забыл. Не переживайте, я не буду напрягать, расслабьтесь. И будем справедливы к ним, потому что не все из них. Хвала Аллаху, хвала Аллаху. Есть еще богобоязненные сестры, в которых остались скромность и стеснение. Мы просим Аллаха защитить их и увеличить их. Но мы знаем. В общем, что происходит? И это начало процветать. Что происходит? Что хотят сестры? Честно. Хотят ли они братьев, которые пытаются измениться, пытаются жить простой жизнью? Да, он не самый богатый парень в мире, но он пытается привнести религию в свою жизнь. Он тратит большую часть времени, пытаясь работать ради религии, работать ради уммы. А кто сейчас хочет выйти за такого брата, мужик? Каждая хочет кого? Нет, это несправедливо, ахи. Аллах видит, астагфируллах. Аллах, брат, такое не катит. Нет, брат, это не пример, это неправильно. Мы, мусульмане, мы должны защищать наших братьев, даже если они не правы. Так кого они хотят? Кого они хотят? Конечно, братья, я хочу замуж за брата. И, валлахи, это не потому, что есть зло в сестрах, а потому что мы такие, потому что мы прославляем такую жизнь. Она хочет плохого парня, который бы понес ее модную сумку, купил бы ей то, купил бы ей это. И клянусь Аллахом, это то, что мы хотим. Клянусь Аллахом, мои сестры, вы думаете, эти женщины счастливы? Валлахи, я знаю одну сестру, которая завидует каждой женщине в своем окружении. Она завидует каждой женщине. Машины, вы смотрите лишь в журналах одежду. Хотите только, клянусь Аллахом, то, что одевают знаменитости. Сумки, обувь у вас, новые каждую неделю. Но она звонит мне и ноет, что ее муж изменяет ей, и что она ничего не может поделать с этим. Или что ее муж ушел с друзьями, уже как 2 или 3 дня и не возвращается домой, уже 2-3 дня. Да, вид снаружи очень красивый и притягательный мужик. Но что внутри? Что внутри? Если эта дунья измерительная планка для вас, мои братья и сестры, если ценность твоего мужа или качество твоего мужа основываются на дунье, которую он дает тебе, тогда ваш любимый пророк был одним из худших мужей со своими женами. И разве я позволил бы себе так сказать? Разве я позволил бы себе такое сказать? Аузу билля, разве пророк был худшим со своими женами? Он сказал, лучший из вас тот, кто лучше относится к своим женам, а я лучший со своими женами. Какую дунью он им дал, моя сестра? Какую дунью? Аиша говорит в достоверном хадисе, обращаясь к племяннику своей сестры, Урви. Она говорит, клянусь Аллахом, мы видели молодой месяц, затем еще один молодой месяц, за ним еще один молодой месяц. 2 полных месяца. 2 полных месяца прошло. 2 полных месяца прошло, и она говорит, и за все это время не разжигался огонь для приготовления пищи ни в одном из 9 домов пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А сестры мне постоянно говорят, я мечтаю выйти замуж за пророка. Сестра, прошу тебя, прошу, успокойся ради Аллаха. Прошу, успокойся. И Урва сказал, о, тетушка, 2 месяца, что же поддерживало вас? Она сказала ему, мы выживали на финиках и воде в течение 2 месяцев. Однажды у них разгорелся спор. Однажды его жены собрались вместе, и они начали расспрашивать, о пророк Аллаха, как ты думаешь, может ты немного увеличишь уровень нашей жизни? Пророк однажды увидел Аишу, да будет доволен ею Аллах, поевшую 2 в один день. 2 в один день. Почему ты ешь? Он сказал ей, Аиша, я вижу, что ты ничего не сделала за весь день, кроме как поела. Сегодня это же просто драма какая-то. Брат, уже 3 недели, а мой муж до сих пор не отвел меня в ресторан.
Он сказал: «Айша, я вижу, что ты ничего не сделала сегодня, кроме как поела». Итак, однажды его жены собрались вместе, и они сказали: «Посмотри, мы же не просим тебя о дворцах, но не мог бы ты немного повысить уровень нашей жизни?» Аллах Пречистый Всевышний не спаслал аят. Аллах Пречистый Всевышний сказал пророку Аллаха: скажи своим женам, если они ищут эту жизнь, если они ищут роскошь этого мира, то скажи им, пусть приходят. Мы отдадим им их права. Ты разведешься с ними, как подобает, и пусть они идут и ищут свое богатство. Но если они ищут Аллаха и следующую жизнь, то скажи им, в любом случае, вот он, этот путь. Клянусь Аллахом, мои братья, я могу разговаривать всю ночь. Но, сестры, клянусь Аллахом, я недавно вернулся с Умры. Я вернулся с Умры недавно. Знаете, даже в нашу религию, как мы предполагаем, что она чистая и красивая, мы впрыснули мирское. Вы видели сейчас эту моду? Сестры надевают модные шарфы поверх хиджабов и никабов. Взгляните, это не харам, давайте будем честны. Ясно, что это не харам. Но, валлахи, просто подумайте, куда мы катимся, братья, куда?